Рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим ориентированность якутских исполнителей на мировые тренды и хайп вместе с Семеном Чиняновым. Друзья, внимание на экран. Семен Чинянов – личность, известная в музыкальной индустрии Якутии. Каждое новое музыкальное произведение Семена – это прекрасные эмоции, идеальное попадание в цель и, как правило, безупречный вкус и гармония. С 2003 года он начал сочинять песни в разных жанрах, начиная с инструментальной музыки. Многие звезды эстрады, друзья Семена, просили писать для них песни, которые стали звучать на радиостанциях Якутии, стали хитами и сразу завоевывали искреннюю любовь слушателей. Тогда же появилась идея открытия творческой студии. В сотрудничестве с молодыми талантливыми певцами Семен начал записывать песни, делать аранжировки. Сегодня эти ребята известные артисты якутской эстрады. Уже тогда у Семена появилась своя оригинальная методика преподавания. Почти 20 лет упорного, плодотворного труда дают свои результаты. Наш герой активно использует мировые тренды в своем творчестве и считает, что совмещать и сочетать в музыке можно все. Главный принцип, которого придерживается в работе Семен, это все доводить до совершенства. Совершенство – это самое главное. Так почему же музыкальные артисты Якутии все чаще ориентируются на хайп? Хорошо это или плохо? Оптимист считает, что якутские музыканты талантливы и без ориентированности на хайп они смогут достичь определенных высот. Пессимисты же считают, что несмотря на таланты наших исполнителей, без ориентировки на хайп и мировые тренды им, к сожалению, не стать популярными. Так, надеюсь, все понятно. Мы будем делиться на две группы. Оптимисты будут справа, Пессимисты слева. делимся. Снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день, эй. Снова пролетает весь день, эх, снова пролетает весь день, эх, снова пролетает весь день. Baby Ganja Beats. Снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день. Каждый день мы ждем ответ, каждый день я жду ответ. Повторяю, что не стоит ставиться на нет. Каждый ищет мечту, но где ответ? Что же делать теперь? Сил больше нет. Я всегда боялась, очень много обжигалась, но каждый раз сломаюсь, я снова поднималась. Без передышки шла я по дороге, в которой я не видела конца. Все говорили невозможно. Мне не хватает времени страдать от слов других. Теперь пора доказывать, что нет таких, как мы. Но люди видят то, что лишь хотят. Забудь и сияй, baby, don't cry. Снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день. Каждый день мы ждем ответ. Не пытайся искать недостатки людей, что мечтают летать. Да, мы разные, но мы хотим одного. Разве сложно понять? Через пот или слезы придется пройти нам еще долгий путь. Но уверена, каждый из нас повторит: мы будем сиять. Отличаясь от других, управляя своим миром, мы хотим заявить, что сияющий алмаз во тьме горит. Не таких, как мы, как мы, как мы. Отличаясь от других, управляя своим миром, мы хотим заявить, что сияющий алмаз во тьме горит. Не таких, как мы, как мы, как мы. Снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день. Каждый день мы ждем ответ. Снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день, эй, снова пролетает весь день.
Baby, don't cry, забудь и сияй. Six One. Новый проект Семена Чинянова вашему вниманию. Итак, встречаем нашего героя. Ведущий продюсер республики. Музыкант, наставник, человек-оркестр. Человек, на котором стоит все современное продюсирование республики, Семен Чинянов. Здравствуйте, Семен, пожалуйста, присаживайтесь. Вам дается минута для того, чтобы рассказать о себе. Ну, здравствуйте, меня зовут Семен Чинянов. Я являюсь продюсером 2007 года. Выпускаю уже около 47 уже проектов я выпустил в этой республике, артистов, да, которые сейчас работают в театре эстрады Якутии. И сейчас у меня новые проекты. Вот, как вы видите, несколько лет я уже занимаюсь тем, что увлекаюсь именно звукорежиссурой и звукоинженерингом. Это, думаю, что сейчас необходимо для развития якутской музыкальной индустрии. И, как еще, я педагог по вокалу, я посвятил свою жизнь молодому поколению. Здорово. Давайте подарим аплодисменты. Ну и не отходя, давайте приступим к нашему небольшому блиц-опросу. Итак, первый вопрос. Прибыльно ли заниматься музыкой в Якутии, или это все же больше от творческого? Ну, это творчество. О прибыли говорить очень рано. Почему вы сами выступаете в роли и режиссера, и композитора, и продюсера? Но я насчитал 7 профессий в этой сфере, именно музыкальной индустрии. Дело в том, что специалистов в Якутии очень мало. Люди думают, что ты умеешь петь, талантливый, и все, вот так легко все решается. Нет, дорогие мои, тут очень много зависит от многих факторов. То есть тут в музыке очень много есть специализации, да, она непростая. То есть тут нужны хорошие авторы музыки, то есть аранжировщики, звукорежиссеры, режиссеры, куча тут профессионалов должны над одним проектом работать. Вот. И дело в том, что из-за нехватки я от 7 профессиям сам научился, и сейчас, слава богу, хорошо этим пользуюсь. Такой вопрос. Какие у вас остались первоначальные идеи, которые остались в итоге без внимания? Таких много. То есть те идеи, которые я думаю и воплощаю, они не всегда все стреляют. То есть всегда нужно знать одно. Человек должен делать много. Из этого только хорошее останется. Поймите, везде так. Успех только так приходит. Много надо работать. А результат зависит от самого человека. Вот. Но от работы всегда будет результат. Но она зависит от того, что дано или не дано тебе. То есть у тебя может быть вот такой маленький результат, либо вообще огромный результат. Это зависит только от самого человека. На чей пример вы ориентируетесь в своей работе? Да, ориентируюсь, разные, да, вот люди. То есть есть зарубежные музыканты, есть российские музыканты. Я многими с российскими музыкантами лично знаком, то есть как продюсер, и мне интересно, вот, как они работают, я вместе с ними работал, могу целыми часами об этом рассказывать. Но я вот именно ориентируюсь на очень таких успешных людей, и продюсеров, и музыкантов. Случаются ли у вас конфликты с женой по поводу работы? Жена — это моя работа. Я постоянно работаю, ребята. Извините, но я постоянно работаю. Вот, днями, ночами. 24/7. Подарим, во-первых, нашему гостю аплодисменты.
Ну и, собственно говоря, Семен Павлович, сегодня перед вами те, кто попытается вас узнать поближе. Это у нас и студенты, и рабочая молодежь, есть и представители из ваших проектов. Собственно говоря, справа от вас расположились оптимисты. Они считают, то, что якутские таланты и безориентированность на хайп, на мировые тренды могут быть востребованы. А слева пессимисты. Они, наоборот, считают, что несмотря на таланты наших исполнителей, без ориентировки на мировые тренды и хайп, им, к сожалению, не стать популярными. Вот, друзья, сейчас обращаемся к вам, к аудитории. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались именно на той или иной стороне. Ну, я думаю, хайп нужен по-любому, да, потому что нынешняя музыка, это же как быстрое питание, фастфуд. То есть, типа, оно прям меняется с каждым днем. И, типа, и с приходом интернета, и с приходом вот маленьких детей, тоже они с 3 лет все в гаджетах. И они смотрят ТикТок, смотрят Инстаграм, и там очень много разной музыки. Все ориентируются на Запад по-любому. Где хайп, там и Запад, и ну точно не мы. Поэтому ну, нам надо по-любому ориентироваться и учиться у них, что-нибудь даже вдохновляться ими. Но не, ну, на молодежном сленге есть слово байт, типа сбайтил. Ну, то есть, типа, повзаимствовал, не спрося, там, знаете. Вот. Ну, я думаю, надо ориентироваться, учиться, прогрессировать. И мне кажется, для нашей молодежи в Якутии, а я знаю очень много талантливых ребят, я сам с ними вот тоже кручусь, верчусь. И вот. Ну, мне кажется, хайп нужен. Окей, 100%. хорошо. Так, Отлично. оптимисты. Чтобы прославиться, не обязательно нужен хайп. Скажу почему. Если человек по-настоящему имеет какой-то талант, например, свою изюминку в голосе, там неважно, в хореографии или посыл, как он ведет себя на сцене, достаточно просто где-то выступить, просто часто выступать. И мне кажется, именно из-за таланта человека, из-за того, как он себя ведет на сцене, вот именно эта изюминка, которая есть у него, из-за этого можно и прославиться. Не обязательно хайп. Мгм. Хорошо. Ответное мнение есть у кого-нибудь? На мой взгляд, в республике еле-еле 1 миллион человек. И даже как бы мы ни старались, какими бы талантливыми мы ни были, нам все равно потребуется ориентировка на мировые тренды. Потому что в ином случае мы не сможем привлечь к себе внимание и обратить внимание на молодых исполнителей, которые обладают должным талантом. У нас, у якутов, должна быть именно какая-то своя изюминка, чтобы привлечь внимание к себе. А если мы будем заимствование или даже копипаст, то, соответственно, мы будем обычной такой, да, основной массой серой. И если мы сохраним свою колоритность, то, я думаю, мы намного будем к себе привлекать больше внимания. Вот. На самом деле, я считаю, что в любом случае нужно хоть как-то немножечко хайпануть, потому что даже если вот с нашей якутской изюминкой вряд ли этот трек, давайте скажем, выйдет за пределы Якутии, и в любом случае нужно хоть чуть-чуть ориентироваться на зарубежные или, ну, хотя бы российские тренды, чтобы вот попасть в мировые чарты. Друзья, давайте приступим к вопросам к нашему герою. Пожалуйста, задавайте. В каком возрастном контингенте вы видите своих слушателей? Ну, это не я артист. Я всегда их разделяю на 3 поколения, то есть старшее поколение, среднее и молодое поколение. Вот. И все мои проекты, они сориентированы конкретно на определенную определенную Целевую аудиторию? Да, ну, целевая своя аудитория. На самом деле, вы знаете, вот те проекты, я в 2008 году тоже вот как сделал вот именно продюсерский, как маленький продюсерский центр. Оттуда вышли много известных артистов, вот Ирена Розалина Файрушин, Сахамин, Эрчим и так далее. Много артистов оттуда вышло. Вот. Я тогда я один все это делал, и у меня не было тогда вот такого, что обязательно сориентироваться надо, какие-то курсы взять. Нет, мы просто то, что сердце говорит, то и делали. Понимаете, эти проекты благодаря вот радиостанциям и телевидению
проекту Саңа-Ыры, они стали популярными, и все слушали. Все, просто старшее поколение, все поколения слушали. А сейчас вот, начиная вот проекта Snow Voice, почему-то у меня вот идет именно продюсерское такое настоящее, да, вот именно, разделение вот именно по контингентам, по целевой аудитории. То есть Snow Voice я специально создал для молодежной аудитории, да, и у меня это получилось. Все ваши произведения становятся хитами, и много ли вы усилий прилагаете для его создания? Не все мои песни становятся хитами, не все. Я много сочиняю, да, у меня около 300 песен, это благодаря моим проектам. То есть каждому проекту я уделяю много времени и много усилий, то есть каждый мой проект имеет свой сольный концерт. То есть Ирена Файрушина – это проект конкретный, именно со своим стилем, со своей манерой пения, как бы тембральной краской. Все вот это вот я над ней очень хорошо поработал. То есть у Ирены репертуар в основном состоит из моих песен. Да? Артист – это тот человек, который как Wi-Fi раздает энергию. Поймите, да. Артист должен всех вдохновлять. Поймите, всех вдохновлять. Вот. Он должен вот своей энергией просто вот взрывать. Вот тогда, да. Я молодым ребятам хочу сказать, чтобы привлечь всех, нужно создать что-то очень необычное. Поймите. Вот, то есть мы должны быть на высшем уровне, да? Если мы хотим развивать тут в Якутии именно наших талантливых ребят, если мы хотим выходить на мировые большие вот именно тренды и мировые вот эти, завоевать мировые арены, мы можем это сделать. Именно нам нужны хорошие специалисты. Тут нужны, да. Хорошее оборудование, студии звукозаписи. Вот, поймите, тут все должно быть качественно. И вот ребята, которые здесь работают, это самодеятельность. Извините, вот ты дома поставил там компьютер, да, там звуковую карту, там микрофон поставил, и ты уже сам себе режиссер, сам себе продюсер музыкальный, да? Нет, не должно быть так. Все должны работать там хорошие специалисты по сведению, по мастерингу звука. Качественный звук. Вот. Мы можем отснять бесплатно кино и показывать артхаусные фильмы и завоевывать действительно мировые всякие фестивали. Да, это возможно. А в музыке такого не будет. Мы Грэмми так не получим, делая где-то дома. Хорошо. Да. Так, пожалуйста. Вот у меня вопрос. Музыкальная индустрия. Есть очень много людей без таланта, но они проплаченные. Да, и у меня вопрос. Деньги решают все? Это, да, хороший вопрос, кстати. Поймите, я, сотрудничая с многими музыкальными лейблами Москвы, то есть, да, российскими музыкальными лейблами, я до сих пор сотрудничаю, работаю с ними, с Black Star компанией, Жара, Atlantic Records. Поймите одно. Все те, которые работают там, вот все думают, многие думают, что они проплачены. Но все музыкальные компании, даже российские музыкальные компании, они сориентированы конкретно на... Там работают продюсеры, конкретные продюсеры. Они сориентированы конкретно на какие-то интересные идеи, которые будут делать деньги. Поймите, делать деньги. Итак, друзья, давайте сейчас перейдем к нашему опросу, где наши горожане ответили на вопрос следующий. Какой, на ваш взгляд, образ популярного якутского исполнителя? Давайте, внимание на экран. Образ популярного якутского исполнителя. Именно якутского, да? Да, популярного. Ну, известный, харизматичный, да? Ну, в кругу уже своих друзей и так далее. Ну, он талантливый, имеет свою точку зрения,
свой стиль, скажем. Этот человек молодой или мужчина или женщина должен быть умным. Вот это самое главное. То есть в глазах должен быть интеллект, потому что сейчас, к сожалению, очень много на сцене, на экранах такого, что, ну, посмотришь, ну, хорошо, ну и все, и чего. То есть вот должен быть интеллект. Он должен быть патриотом и мастером своего дела. С харизмой, жесткий, веселый. Ну, как бы все такие популярные качества человека, очень хорошего человека, все вместе взяты. Молодой, известный, должен пользоваться популярностью среди молодежи. Ну, он должен иметь высшее образование, я думаю, чувствовать ритм, не сбиваться уж точно. Чтобы он интересовался этнической музыкой и тоже современным искусством также совмещал. Я соглашусь со всеми гражданами города Якутска. Но еще хотел бы добавить то, что артист, у него должна быть своя изюминка, именно своя фишка, так сказать. Я считаю, что артист должен быть, безусловно, талантливым, харизматичным, интересным человеком, чтобы он был вот искренним в своем творчестве, чтобы его было вот интересно слушать, там, понимать и осознавать его песни, творчество. Мне кажется, что главное — любовь к своему делу и относиться прям по-серьезному к этому, а не вот так вот, ну я вот так сделаю, и все нормально будет. И чтобы не ради выгоды, наверное, чтобы как бы для себя, для людей. Здорово. Так. На мой взгляд, артист должен быть самоуверенным и до безумия трудолюбивым, чтобы добиться успеха в своем деле. Допустим, мы с вами сейчас все резко стали исполнителями. Мы с вами все трудолюбивые, умные, там, как вы сказали, трудолюбивые несколько раз. Ну, то есть, а почему кто-то из нас должен быть популярнее типа другого? То есть есть же какая-то такая веская причина быть популярнее Что на других. это влияет? Да, что именно на это влияет? Артист должен быть самоуверенным. Мне кажется, это играет решительную роль, потому что множество гениальнейших музыкантов не смогли проявить себя как при жизни, так и после, что мешало им в карьере. Но есть множество примеров, как самоуверенные, нахальные люди могли добиться своего. Как Фредди Меркьюри. Так. Ну, как исполнитель, как артист, тебе нужен новый звук. Придумай новый звук, хайпани на этом новом звуке, и тебя узнает весь мир. Семен, каково ваше мнение? Все популярные артисты, они создавали необычные звуки. Понимаете, вот Майкла Джексона берите. Все. В свое время они создавали необычные звуки. Да, вот. Вот так как я говорю, вот, нету просто у человека каких-то вот именно границ. Всегда, пока есть человек, всегда что-то необычное будет. Ну, у нас как раз есть опрос на эту тему. Давайте его посмотрим. Собственно говоря, мы узнали у наших граждан их мнение. Могут ли якутские исполнители стать популярными за рубежом? И что для этого нужно сделать? Внимание. А могут ли якутские песни стать популярными по России? Ну да, конечно. Конечно. Ну да. Почему нет? Кино же популярно. Запросто. Конечно, могут. А что для этого нужно? Ну, определенная, как бы сказать, изюминка и хорошая подача себя. Ну, развиваться именно в области пения, возможно. Навыки. Да, навыки. И участвовать в всяких конкурсах, возможно. Расширить. Хайпануть. То есть вокруг личности должен образоваться хайп, Да. чтобы она стала популярной? Ну, сейчас во всем мире так же. Я думаю, что, скорее всего, нужно выучить, ну, не выучить, а петь именно на английском языке, так как это мировой язык, которым владеет большое количество людей. Если они будут петь на английском, то их будет слушать большее количество людей, потому что их будут понимать.
Ну, во-первых, для того, чтобы стали якутские песни, артисты популярными, их нужно слышать, их нужно слушать, их нужно ротировать на радио, на телевидении. Они должны быть в русских чатах. То есть, ну, этим, во-первых, нужно заниматься с творческой стороны, во-вторых, этим нужно заниматься с продюсерской стороны. И здесь, к сожалению или к счастью, без денег не обойтись. Читать на другом языке, ну, типа на русском. Да. Да, на русском. А если песни на якутском, то они не будут популярны? Да, это то есть потому что в Якутии же, то есть находится, ну, типа якутский язык, и его, типа, знают только в Якутии. А в Якутии, да, а в Якутии, типа, население меньше же, чем, ну, допустим, в России там. Поэтому, чтобы быть популярными, Да. нужно вещать на русском. Ага. Ну, мое мнение просто такое. Ага. Конечно же, якутские певцы, они могут стать популярными в Москве. Хотя, если посчитать то, что в наше время это очень сложно, даже если ты хорошо поешь, танцуешь, имеешь талант, не каждый может, как сказать, хайпануть, да, в Москве. Просто, мне кажется, нужно что-то новое, что нигде нету. Что-то такое преподнести с Якутии в Москву. И, может быть, даже это и хайпанет. Мгм. Ну так давайте поймем, что же это новое. А то мы, грубо говоря, ходим вокруг да около. Что мы можем дать той самой российской широкой аудитории, что привлечет ее внимание? Ну, это надо подумать, мне кажется. Давайте подумаем. Но нужно ли нам продвигать какую-то свою Ну, особую можно же культуру, свои звучание? национальные, вот, хомус тот же, инструменты, да, какие-нибудь, и тот же язык якутский. Ну, ты правда думаешь, что это будет интересно московскому Осохой, мне кажется, нормально вообще вкатило бы, типа, с каким-нибудь синтезом, с какой-нибудь, не знаю, жанром. Хотя музыку на жанры разделять не особо, но все-таки, типа. Мне вот стало интересно, а вот среди якутских исполнителей у нас, ну, вот таких вот, скажем так, близких к рэпу и так далее, кто-нибудь использует аранжировки на хомусе, там, других национальных Да, инструментах? кстати, есть крутой звукорежиссер, ну, нет, звукооператор, или как можно его назвать? Mental Pablo, Костя Ковляков, знаете, наверное. Вот он делает отличные сэмплы, отличную музыку вот таким исполнителям, как Амуча, Доргон, да, Доргон, вот. И Ну, это, вот наверное, там вот- пока что не выходит за Не, рамки Якутии. они вышли, только просто они в массы еще не стреляют. Просто там слишком глубокие тексты и слишком на якутском, и поэтому, но там музыка у них прям что надо. Интересно, хорошо. Еще какие кейсы интересные можно привести? Ну, я соглашусь с тем, что можно добавить свой колорит, а в аранжировку, например, звук хомуса, свой фольклор можно добавить именно грамотно как-то надо преподнести это. Если, допустим, ну, будем делить на жанры, если разделить музыку на жанры и добавить, допустим, наш этнический колорит, то выходит достаточно интересное и даже симпатичное нечто. Допустим, наши музыканты Уран, они делали коллаб с Муджуйсом. Электроника в купе с этническими инструментами. Вышло очень интересно, и на это обратили внимание. Так, хороший кейс. Вообще не зависит от того, что ты на каком языке поешь сам. Музыка. Музыка, оно всемирное. Ага. Вот, например, тот же кей-поп возьмем. Они на корейском поют, и весь мир слушает. Поймите, у нас, на самом деле, в Якутии очень много брендов. Вот. И можно благодаря вот таким вот именно большим, вот хорошим, интересным проектам, именно национальным, да, вот именно на якутском языке, да, делать, вот именно ориентироваться на мировые тренды, ладно, да, там тот же хип-хоп направление, R&B, рок, все вот это этно, все вот во все направления нужно работать. Каким образом все-таки сохранить вот эту вот этничность, которую мы теряем ввиду таких вот самых мировых трендов, запроса на иностранный язык? Мне кажется, дело все же не в языке. Сейчас, мне кажется, пришло время именно авторской идеи. Люди устали бездумно слушать одни и те же биты. Да. Больше нужно именно идеи, осмысленности. И, допустим, было бы интересно услышать новые даже мечты, если бы там запели герои Лонхо, например. Нужны именно идеи, на мой взгляд, и свежие. Но я думаю, что мы просто боимся поэкспериментировать с этим. И как бы
Нужно просто сделать, нужно просто как бы взять тот же этнос, тот же фольклор и попробовать с этим вот современной музыкой. Как бы чуточку уже постепенно добавлять, постепенно поэкспериментировать, и само пойдет уже. Найдется новый звук, новый бит, новое звучание. И у нас очень много инструментов, которые, как бы сказать, недооценены и не использованы. Хорошо, друзья, время нашей передачи заканчивается. Я напоминаю о том, что мы с вами поделились по принципу. Оптимисты нас топили за то, что чисто на таланте, без каких-то ориентиров на мировые тренды, в частности хайп, можно выйти к популярности. Пессимисты же думали наоборот, что несмотря на то, какой бы человек не был у нас талантлив, без ориентиров на хайп и мировые тренды он бы не пробился за рубеж, не стал бы популярным. И вот, у нас сейчас наступает тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения, переместиться к противоборствующей стороне. Давайте вы буквально несколько секунд подумаете, и на раз, два, три оформим переход. Давайте. Раз, два, три. Переходим. Все остались на местах. Не стесняемся, да, правильно. Можете вообще все встать, походить даже. Не стесняйтесь, друзья. Создайте интригу. Давайте. Может, кто-то еще просто встанет на другое место, пересядет. Ну все, здорово, давайте друг другу похлопаем для начала. Ну и давайте послушаем вначале тех, кто перешел, почему мы все-таки перешли. Вкратце. Для якутской музыки можно иногда, да, позаимствовать с мировых, с российских брендов, но в то же время надо добавить свой колорит якутский. Ну вот. Хорошо. Я подумала, что хайп — это же не всегда все-таки плохо. И как-то, чтобы привлечь внимание, для начала можно и так что-нибудь сделать. Здорово, хорошо. Так, и давайте послушаем тех, кто остались при своем мнении у нас. Для узнаваемости, да, можно заимствовать всякий хайп, всякий тренд. Имеется в виду в тех же тиктоках. Имеется в виду, все снимают такие тиктоки, которые придумывает Запад. Это нормально. А вот чисто для творчества, мне кажется, все равно, как сказать, нужно отстаивать на своем. Авторская идея, это, разумеется, она должна быть. Это очень даже хорошо. Но при этом, если мы говорим именно нацеленности на массовую аудиторию, чтобы привлечь внимание к нашему родному языку, нам нужно настраиваться и ориентироваться на мировые тренды. Тем более нам это нужно для того, чтобы привлечь наше собственное поколение, которое выросло на этой уже музыке, на мировых трендах, опять же, чтобы привлечь к нашему собственному языку, к их собственному языку. Поэтому я считаю, это важно. Здорово. Давайте поаплодируем друг другу. Ну и, Семен, интересно послушать, кого из наших сегодняшних участников вы бы хотели выделить? Чье мнение, на ваш взгляд, показалось самым таким аргументированным, обоснованным? Ну, тут спора нет. Девушка вообще сегодня, да, она в ударе. Так. Ну, пожалуйста, тебя просим выйти на нашу сцену, скажем так. Меня зовут Лена, я учусь в ВФУ. Я студентка 2-го курса и изучаю фольклористику. Здорово. Давайте поаплодируем Лене. Аплодисменты. Ну и, собственно говоря, Симпович. Ну, сегодня мне показалось, что ты самая активная, и аргументы твои были очень обоснованы. И я хочу сегодня подарить этот очень такой, как сказать, это уникальный альбом моей группы первого состава. Такого альбома почти нет. Вот. Это очень интересно. Ты открывай, посмотри, что там, интересуйся именно творчеством этой группы. Хочу подарить тебе. Здорово. Ну что ж, друзья, мы близки к тому, чтобы закончить нашу передачу. Приглашаем всех сюда, для того, чтобы можно было сделать селфи. И пообщаться. Фотографировать. Да. С вами была телепередача «Я молодой» и ее ведущие Саша Маркова и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. До скорых встреч!
очень классная передача «Я молодой». Я услышал очень много мнений, и мне очень здесь понравилось. Я благодарю команду передачи «Я молодой» и хочу дальнейшего развития. И чаще бы сделать такие передачи на разные мнения, и тем более у нас очень остро стоит именно вот глобализация и сохранение родного языка. И я хочу пожелать всем удачи, счастья, добра, здоровья. Всем.